Всем привет из солнечного Крыма. Мы находимся в Орджоникидзе. Октябрь месяц. Конец октября. Сегодня ветрено. Сегодня ветрено и солнечно. Сегодня наш маршрут в Лисью бухту. Едем первый раз разведать обстановку. Что там за бухта Лисья? Это в районе Курортного и Щебетовки. Ну, в общем, за Коктебелем. Будем по трассе мчать на 29-х колесах. Швальба, Биг Бетти и Магик Мария. MTB режим будет. Весь маршрут у нас. Аккумулятор 625 стоит, Bosch, плюс в рюкзаке еще один аккумулятор 625. Итого сколько там? 1250. Это по большому счету на километров 80. 100, вот так вот, смотря в каком режиме ехать. Ветер есть, нету. Сколько веса в рюкзаке везешь, пустой он или 5 килограмм там. Да, играют факторы разные на то, сколько можно проехать на батареях. Свернули на Коктебель. Прямо на Феодосию. Gold is mine. Сегодня по температуре где-то плюс. Где-то, по-моему, было, что ли, 18, что ли. Плюс 18. Кстати, в этом году я еще у меня не было таких прям дальних расстояний. Максимум это было, сейчас скажу сколько, 70 км у меня было, и еще оставалось, по-моему, 2 деления на циферблате. То есть можно было проехать 80, но я уже возвращался домой, уже была ночь, как бы, ну, не ночь, а темно было уже, вечер, поэтому я больше уже и не проехал. Вот.
70 было максимум. В том году у меня было максимум, сейчас скажу сколько. В Сочи, когда я ездил отдыхать. Вот там у меня было 100... Так, сколько же было у меня? 100, память. По-моему, 120 или 130 за день весь. Вот. На двух аккумуляторах 500-ки. Но я заезжал на заправку заряжаться. Да. Я выезжал рано в 7 утра где-то или в 8 и аж к 9 где-то к 8 вечера уже был дома. Да, это по-моему с Красной Поляны у меня был маршрут, был у меня на Красную Поляну и назад. Даже не в Красную Поляну, а в этот в Роза-Хутор. Во. Это ж дальше, чем Красная Поляна. Да. Солнышко хорошо. Не так холодно еще. Горы зовут. Горы зовут, но не сегодня. Сегодня у нас по трассе. А там уже посмотрим. Там, по-моему, грунтовая дорога идет к этой лисьей бухты. Посмотрим, что там. Сейчас подъемы пойдут небольшие. О, коровки пасутся. Так, где моя жвачка? Надо пожевать что-то. Какая-то у меня тут жвачка. Сейчас посмотрим, что оно такое. А, это конфетки такие. Шоколадные, что ли? Вкус клевая кола. Ух и кола.
Подъемчик пойдет сейчас. Любовный поворот. Сейчас будет там дальше. Подъем, подъем, подъем. 20 идем. На подъем 20. Ну, это такой подъем легкий. По асфальту это подъемы легкие. Вот по грунтовой дороге подъемы, там, конечно, да, там гребет щебень, песок, всякое разное. Там надо топить. Вон какая листва бордовая. Осень, да, красота. Осенью в море, конечно, не покупаешься, но зато можно ездить, ходить по горам всем, лесам, по разным красивым местам. Водопады, там дворцы, замки, парки всякие. И туристов очень мало. Солнышко светит, как хорошо. Боковое солнце. Погодка сегодня, да, шепчет. Поэтому надо не сидеть дома, а ездить туда-сюда по разным местам. А сидеть дома уже вечером, когда темно. А в светлое время суток надо ездить по разным красивым местам, наслаждаться нашей природой. Отдыхать душой и телом. Там он стоит, этот памятник планеристам. Там он наверху, на горе. Самолетик стоит. Мы туда поднимались по горной, грунтовой дороге на самый верх. Причем без остановок даже.
Тут все строят. Дома на... Дом на доме. Татары расстраиваются. Скоро тут вообще будет все застроено в домах. Тридцать, 25, сейчас будет 20. Сейчас подъемчик на выезд будет на поворот на Коктебель. Hey, go! Что-то повез в прицепе ракушки, повез домой. Здесь он построили такие штуки, как они правильно там называются, вода для поселка запасная. Если воды не будет, то подключают вот эти штуки и качают их прям в поселок. Но я не знаю, это только для Орджоникидзе или еще для вот этих, которые поселки все рядом. Вот этого я вот не знаю. Так, поворот на Коктебель-Судак. Ну, нам в Судак не надо сегодня. Мы мчим сегодня до курортного, в Лисью бухту. Хочу посмотреть, что там за Лися бухта. О, ветер здесь, подлюка, встречный. Прям встречный ветер. Сильно не разгонишься. 25 всего-то. Да, единственное, что мне не нравится здесь зимой, осенью, это
ветра. Вот именно в Феодосии, все, что рядом с Феодосией. Ветра эти. А так вообще здесь погода супер. Зима, осень мягкая, относительно теплая. Но ветра эти, конечно, это пипец. И причем тут они, эти ветра, не знаю, чуть ли не каждый день. Очень вообще часто. Вон какая красота ляпота. Красота ляпота, горы зовут. Карадаг. Сейчас остановимся, хочу проверить, как запись идет. Все, спускаемся дальше. Встречный ветер не дает разогнаться. Что-то они все сегодня разъездились. Сегодня у нас что, пятница или суббота, что ли?
37 идем. 35. 34 на пике уже. 32. 30 поднялись. Да, ветер. Пипец. Коктебель, добро пожаловать! Гостиницы, гостевые дома, с левой стороны аквапарк был. Есть даже лунопарк. Машин маловато, одни местные, номера все местные, туристов практически нету. Место для купания налево, да? Давай, братан, газуй. Одного деления уже нету.
еще пешеходы сбили скорость. Тридцать идем. Дама с собачкой. Роют. Что-то делают ребятки. Золотая балка с левой стороны. Здесь же и смотровая у подножия Карадага на весь Коктебель. Hyundai. Hyundai's. Фух. Можно попить водички. Кстати, ближе к зиме, когда уже холодает, там 10 градусов где-то, там меньше уже, то уже воды не так пить хочется, как, например, при вот даже при 18, вот 20 на улице холодно и хочется больше пить уже чая, чем просто воды, потому что хоть как бы и тепло одеваешься, но все равно то ноги чуть бывает уже начинают подмерзать, надо крутить прям. То так как бы уже начинаешь чувствовать, что и поэтому уже, ну, можно там сделать, да, глоток воды 2, но а так в основном уже чай возить надо с собой, термос заварного чая, конфеты там, бутерброды. Вот сюда мы ехали уже, заехали в золотую осень. Вот эта дорога вообще от Коктебеля до Судака, вот эта серпантинная нижняя, она вообще самая такая живописная в Крыму, из-за того, что горы есть, да. Они тут повсюду. Вообще, да, в Крыму вот это ЮБК самое вообще, блин, не знаю, даже вот в Анапе такого нету. В Сочи
в Сочи. Ну, там дело в том, что горы есть, да, но дело в том, что горы находятся аж в Красной Поляне. То есть это как минимум от города 40 километров. То есть это там пилять надо. Но так как бы да, виды есть, да. Но здесь горы ближе. И здесь даже если ты в горы поднимешься, тебе видно море. А там, если ты в горы поднимешься, там море видно очень далеко. Поэтому я считаю, в Крыму вот именно ЮБК это самый вообще персик. Самое лучшее всего здесь. В Абхазии горы тоже, ну они чуть ближе там, да, к Гагре, там как бы там они ближе, чем, например, в Сочи, к поселкам, городу, там Пицунде, Гагре, там Афону. Здесь я, например, выехал с дому, ну сколько, 10 километров максимум, или сколько там, или 5, и я уже в горах. Понятно, что они не такие здесь высокие, но тем не менее. Вот. А в Ялте так он вообще тоже 5-10 километров от города ты уже поднимаешься в горы. И там горы высокие, не такие, как здесь. Там горы 700 метров, 800, там 1000, 1200, 1400, 1500 есть. Но в Сочи, в Красной Поляне, в Розе Хуторе, там горы, да, повыше. Там и 2300, и 2600, и 3 с копейками там. Но дело в том, что до них доехать надо еще. Но там сделали удобно то, что можно сесть на ласточку, вот, чтобы не ехать этот 40-50 километров маршрут весь и потом еще подниматься в горы. Вот, там сел в ласточку с велосипедом, приехал в Розу Хутор, и там уже как бы, да, легче, там уже только остается тебе подняться в горы. Вот. Так, конечно, да, легче. А то я помню, в Красную Поляну ехал, потом с Красной Поляны в Розу Хутор, ну там рядом, потом с Розы Хутора аж поднимался в горы на высоту 1500 метров, и потом мне еще назад ехать домой в Сочи. И это была жесть вообще. То есть проезжаю по трассе 80-90 километров, и еще, блин, в горы километров не помню сколько, ну километров 5-7, ну 10 максимум, ну то есть 100 там выходило, 110, пипец, там приезжаешь домой вообще уставший,
что вообще ничего уже не хочется. А вон красота какая. Вот это дорога. Красотень. Дорога сказка. Ох, красота, ляпота. А ветер теплый. Солнце есть. Солнце подогревает ветер. Так, проехали мы 20 км. О, красота вообще. Красотище. Туристы пешком, а что по левой стороне идут они по правой, непонятно. Так, хотел посмотреть, где там сворачивать на эту Лисью бухту. Сейчас найдем. Карту надо включить. Через 1,5 километра налево нам. Вау. Так, сейчас телефон надо положить на место.
Первое деление у нас уже. Ну мы сейчас станем здесь, посмотрим еще раз карту. О! Едем дальше. По карте, я так понял, нам надо поворачивать сейчас в курортное и там где-то правее уходить. Рак. Курортная налево. Курортная. Так, вот это на нас сюда, что ли? Поворот направо. Сейчас проверим, станем.
Так. Строит двор какой-то, нет. Это не это. Сейчас найдем. Дальше еще ехать надо. Сейчас проезжаем палаточный лагерь, кемпинг. И потом за ним там где-то. Вот он, кемпинг здесь. С правой стороны забор, все дела. Да, стоят на территории всякие домики. А вот дорожка идет. Ага. Вот это сюда. Ну да, понятно теперь. Я все время проезжал же сюда, и когда в курортное ездил. О, дикий кабан. Офигеть. Все время проезжал и думал, куда эта дорога ведет. Она ведет в Тихую бухту. То есть, говорю, в Тихую, в Лисью. Так, правее это на нас сюда, я так понимаю. Ну да, сюда. Поехали мы сюда. Виноградники. Так, нам правее надо все время держаться.
Вот тут какая дорожка, ведущая в горы. Виноградники здесь тоже. Какие-то таблички понаставили. Листья бухта. Ну чё, поехали в Лисью бухту. Только интересно, сейчас получается пойдем в горы. Потом будет спуск с гор, да? Да, машинами тут походу ездят. В тихую бухту. Ой, что тихую, в Лисью бухту. Тут что-то стоит. Красный какой-то значок. Что он означает, непонятно. Какие виды отсюда прикольненькие. Так, куда нам? Обалдеть виды. Четыре часа. Еще время есть у нас. Кто-то едет сзади. Местные в Лисью бухту едут. По-любому. Куда ж еще они могут ехать? Два деления.
Они дорогу знают точно. Какая-то вот еще выходила дорога. Прикольно. Маршрутик такой горный, серпантинный. Тут даже можно ехать с нормальной скоростью. О, куда? О, куда? Не заехали. Что тут будет написано сейчас? Лися бухта. Это дорога. Потом главное отсюда выехать. Ох, красотища какая, ребята. Просто обалдеть. Ох, сейчас надымит нам тут пылюганом. Красотища просто. Да, был подъем, теперь спуск. Спуск к морю. Иху! Прикольно, прикольно, однако. Да, места такие. Вообще. Дорога такая по лесу. А вон уже и тихо. Ой, фу, тихо. Лися бухта. Виднеется вот там, я думаю. У нас чаек есть. Ах, попьем чайку. Ух. Тихо. Тихо. О, какое-то озеро. Или что это такое? Какое-то озерко. Или водоем. Нет, тут туда вот надо проехать дальше. Да.